Уважаемый президент Кыргызстана Садыр Нургулчевич Джапаров, обращаюсь к вам как к гаранту Конституции Кыргызстана и прошу лично отреагировать на ситуацию с захватом ЗАО «Кумшагыл», сопровождающуюся сильным вмешательством правоохранительных органов в гражданские правоотношения и хозяйственную деятельность акционерных обществ, а также грубейшими нарушениями правил гражданского и уголовного судопроизводства. Тем самым наносится непоправимый вред репутации и инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики. Просим вас поручить правительству прекратить временное внешнее управление на ЗАО «Кумшагыл», незаконно введенное в феврале 2024 года. Хотя ЗАО не разрабатывает недра на основе концессионного договора, не использует химию в добыче, не представляет никаких экологических рисков и опасностей для местного населения. Предписания Минэкотехинспекции, ставшие формальным поводом для введения внешнего временного управления, были выполнены в течение 3 месяцев. То есть еще в апреле-мае 2024 года были выполнены. Но несмотря на это, временное внешнее управление постоянно, автоматически продлевается. Вот уже более 2,5 лет. Между тем, завод Джунда в городе Карабалта, который распространяет запах на весь город, и все население оштрафовали всего на 28 тысяч сом. Кумшагыл не подвергает опасности ни сотрудников, ни жителей, ни экологию. 28 мая 2024 года административный суд столицы, специально предназначенный для защиты интересов простых граждан и негосударственных субъектов от нарушений со стороны государства, неправомерно приняв к рассмотрению иск структурного подразделения мэрии города Бишкек на саму мэрию города Бишкек, отменил постановление мэрии 20-летней давности о передаче земли в собственность нашего акционерного общества. То есть суд, защищающий частные интересы от произвола государства, был использован для того, чтобы путем злостных манипуляций отобрать частную собственность акционерного общества. Возможно, такое откровенное нарушение закона объясняется давлением сотрудников ГКНБ или более высших сил на суд, мы не знаем. Также 26 ноября 2024 года сотрудники управления ГКНБ по городу Бишкек, вызвав акционеров ЗАО «Кумшагыл» и угрожая своими полномочиями, требовали от них безвозмездной передачи акций государству. Этот прессинг и преследование акционеров и совета директоров продолжаются до сих пор. При этом сотрудники ГКНБ говорят нам, что они всего лишь солдаты, тем самым намекая на приказы своих командиров. Не добившись от акционеров безвозмездной передачи акций, они, злоупотребляя своими полномочиями, вынуждают одних акционеров подавать в суд на других акционеров. Так, в последнее время Попов В. регулярно жалуется мне на то, что находится под домашним арестом по уголовному обвинению со стороны ГКНБ и требует передать ему принадлежащие мне акции, чтобы он имел возможность отдать их государству, тем самым освободиться от уголовного преследования.